Историческое событие, новое развитие задачи на последующие годы. Полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Матовников представляет Ингушетии временного исполняющего обязанности главы республики Махмута Али Калиматова. До начала официальной церемонии он зачитал указ президента России Владимира Путина, отметив, что за последние 11 лет реализованы социально-экономические программы, построены школы, детские сады, больницы, промышленные объекты и культурные центры, стабилизирована криминогенная обстановка. Юнусбек Баматгиреевич возглавил регион 30 октября 2008 года. За эти 11 лет в Республике Ингушетия реализованы федеральные целевые программы социально-экономического развития, введены в строй новые производства, получил развитие аграрный сектор, построены школы, больницы, дома культуры. Огромный вклад внесен в восстановление мира на земле Ингушетии, обеспечение безопасности его жителей. Юнусбек Баматгиреевич – верный сын ингушского народа, герой России, патриот нашей Родины, боевой генерал и опытный государственный деятель. Хочу поблагодарить его за большую работу в должности руководителя республики. Не сомневаюсь в том, что его профессиональный, жизненный опыт, энергия и целеустремленность послужат развитию России. Юнусбек Евкуров поблагодарил полномочного представителя президента России в СКФО Александра Матовникова за высокую оценку его работы. Пребывая на посту руководителя региона, он старался держать курс на развитие Ингушетии. Сегодня у нового руководителя намного сложнее задачи, чем это было в 2008 году у нас. Намного сложнее. Потому что и динамику продолжить, и доказать, что субъект полноправный и может достойно выполнять задачи, которые стоят перед нами. Это очень сложно. И в этом нужна ваша поддержка. Прошу это всех учитывать. Не делитесь на группировки, не делитесь на аушевских, зязиковских, евкуровских, калиматовских. Мы все одни. Не подводите нашего полпреда, которого с первого дня оказывает и делает все возможное, чтобы республике помочь. Не подводите президента страны Владимира Путина, правительство страны, которые любят, ценят республику, помогают нам и делают все, чтобы нам помочь. Давайте все вместе начнем заниматься республикой, а не своими личными делами. Прошу всех это учесть. Александр Матовников отметил, профессиональный путь Махмута Али Калиматова говорит о его богатом опыте управленца. Его назначение на должность – это, безусловно, свидетельство высокого доверия президента России. Самое главное сейчас – сосредоточить внимание на реализацию национальных проектов. В первую очередь вам предстоит сосредоточить главные усилия на реализации указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года номер 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Главным условием успеха в любых начинаниях является эффективная совместная работа всех ветвей власти региона, муниципальных органов, гражданского общества. Только объединение усилий приведет к обеспечению высокого качества жизни и благосостояния жителей Ингушетии. Калиматов Махмут Али Макшарипович родился 9 апреля 1959 года. Окончил юридический факультет Куйбышевского госуниверситета. С апреля 1977 года по 1979 проходил службу в составе группы советских войск в Германии. С 1990 года на службе в органах прокуратуры Куйбышевской области. В декабре 1996 года назначен прокурором Кировского района Самары. 1997 по 2003 годы работал в должности заместителя прокурора Самарской области. В августе 2004 года приказом Генпрокурора Российской Федерации назначен прокурором Ингушетии, а в 2007 году возглавил контрольный департамент губернатора Самарской области. С 2012 года работал уже советником губернатора. Калиматов имеет классный чин госсоветника юстиции 3 класса. Он награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры России». В декабре 2015 года приказом министра природных ресурсов и экологии
экологии России назначен на должность руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области. Женат, имеет 2 сыновей. Уважаемый Александр Анатольевич, Юнусбек Мангривевич, уважаемые депутаты, члены правительства, приглашенные. Мне говорить, не изучив, не посмотрев, досконально, так сказать, сложно, но все-таки скажу. Тот опыт жизни, который сказали, что у меня есть, надеюсь, он пригодится не для всех живущих в нашей республике людей, независимо от возраста, молодежь и уважение к старшим. Те планы, которые намечены, те нацпроекты, которые определены, после того, как ознакомлюсь буквально, будет, наверное, и с правительством, и законодательным органом власти, парламентом нашим, наверное, будем продвигать все эти вопросы в реальную сторону. Формат понятен, виден, и поэтому для меня очень важно будет поддержка также всех, не только здесь сидящих в зале, но и всех в республике наших людей. А после официальной церемонии представления нового исполняющего обязанности руководителя региона Александр Мотовников, Юнусбек Евкуров и Махмуд Али Калиматов ответили на вопросы журналистов. Назначение временно исполняющим обязанности главы Республики Ингушетия, выразившееся в указе президента, это огромное доверие президента. Считаю, основными направлениями, я уже сказал на представлении, это дальнейшее развитие социально-экономической республики, которое будет выражено в исполнении главного указа президента Российской Федерации номер 204 от 7 мая 2018 года. Второе – это улучшение жизни людей посредством данного первого действия. И третье, конечно, мы уже говорили об этом, это консолидация ингушского общества и прежде всего вокруг исполняющего обязанности главы и всех органов власти республики. Это очень важно. А поддержка федерального центра? Поддержка федерального центра гарантирована и будет постоянно. От реализации национальных проектов, потому что это сейчас находится на пике, и республика должна показать результат. И, конечно, я не скрывал, слагая себя полномочия, или прося президента о сложении полномочий, о том, что все-таки консолидация общества играет огромную роль. И проекты, все можно реализовать, и войну можно там победить, все можно. Вот если в обществе нет согласия, это плохо. Поэтому я надеюсь, что и общество по-другому посмотрит. А общество в любом случае представляется рядом категории людей, которые от имени общества заявления такие делают. Я надеюсь, что и они поймут все, и Махмуд Али Мукшарипович сумеет, ему удастся консолидировать общество республики. Я думаю, что надо сперва изучить. Первое. Второе, за каждым человеком, ведь мы по-житейски подойдем, по семья, ответственность и женщины, и мужчины, которые работают в правительстве. Поэтому индивидуальный подход, изучение всех проблем. Я думаю, что каких-то резких, каких-то вот таких движений кадровых я не думаю. Надо изучать вопросы, а потом, потому что я всегда отношусь к людям, смотря все-таки опыт работы, жизни, ну и немаловажно его семейный, как он живет, какая у него зарплата. То есть интересно ведь посмотреть на людей, которые отдают с утра до вечера свое время и силы работе. Поэтому кадровых таких не будет, а вот внимательно будем смотреть, кто будет работать. Скажите, а какие-то приоритеты вы для себя определили? Вот какую задачу считаете главной? Вот я, Александр Анатольевич сказал, я считаю социально-экономическое развитие. Банальная фраза, но все-таки это все то, что людям нужно. Людям нужны просто нормальные человеческие, нормальная дорога, нормально, чтобы свет горел, чтобы компьютер не отключался, не знаю, дышала экология, чтобы была чистая, в школу, чтобы дети ходили, не 3 смены.
Ну, наверное, вот это вот развивать для людей. В республике сделано многое, в планах еще больше. Поэтому все желают одного – развивать и строить любимую Ингушетию. Я хотел бы поздравить назначенного исполняющим обязанности главы республики Махмуда Алима Шариповича с назначением, желать ему успехов на этом поприще. Очень сложный участок, но тем не менее его богатый опыт, знания позволит ему, надеюсь, успешно выполнить поставленные задачи президента Российской Федерации и на что надеется народ Республики Ингушетия. Я нисколько не сомневаюсь, что тот курс, который у нас есть на выполнение всех национальных проектов, определенных указом президента Российской Федерации, тот курс, который на улучшение благосостояния нашего народа, он будет продолжен, успехи будут налицо. И очень надеюсь, что с назначением Махмуда Алима Шариповича на эту должность дальше успехи мы еще большим темпом получим успехи в нашей республике. Весь народ этого ждет, этого хочет. Я очень надеюсь, чтобы мы не отставали от других регионов, мы шагали в норму. Я очень рассчитываю и хочу, чтобы нашу республику, новый глава республики представлял достойно среди субъектов Российской Федерации и в целом Российской Федерации успехов. Но я в первую очередь, конечно, жду, что курс на дальнейшее развитие республики будет продолжен. И в первую очередь ожидаю, что упор новым руководителям будет сделан на развитие реального сектора экономики. Мы построили очень много социальных объектов, а для их содержания необходимы деньги. Поэтому я сейчас считаю, что сейчас надо сделать как бы крен в сторону строительства объектов реального сектора экономики. Сегодня мы присутствуем при важном таком историческом событии. У нас смена руководства нашей республики. Мы работали с нашим уважаемым Юнусбеком Мадгириевичем Евкуровым. Он задал нам хороший поступательный темп в развитии здравоохранения. Но вы видите, сколько сделано за время его пребывания на посту главы нашей республики. Мы ни в коем случае не можем останавливаться, мы будем развиваться, в дальнейшем работать. Но мы ожидаем, конечно же, дальнейших позитивных перемен в здравоохранении, поддержки со стороны руководства, которая у нас была всегда. Мы пользовались особым вниманием, особым приоритетом здравоохранения, потому что все вопросы, которые связаны и со строительством, и с развитием науки, и с развитием медицинской техники, оборудования, все это было под большим контролем. И, конечно, у нас были свои преференции в этом вопросе. Я думаю, что новый глава также расставит приоритеты, и думаю, что здравоохранение будет продолжать развиваться динамично. Мы надеемся на очень хорошие продолжительные перемены, изменения в здравоохранении. Наши нацпроекты будут осуществляться, мы будем укрепляться, база здравоохранения будет укрепляться. Ну и, конечно же, развитие медицинской науки, медицинского направления должно быть одной из лучших, одной из первых в нашей республике. Я желаю новому главе, конечно же, огромного хорошего здоровья. Я желаю ему выдержки, я желаю ему очень хорошей команды, с которой он будет работать. Ну, я думаю, все те, которые сегодня находятся в органах исполнительной власти, они понимают, что они должны работать, они не могут подводить руководство республики. Ну, я думаю, в этом направлении мы будем работать. Вы знаете, видеть работу главы Ингушетии, это каждый может себя мнить стратегом, видя бой со стороны. Поэтому я в этом плане говорить ничего бы не хотел, но пожелать, конечно, человеку, который облечен сегодня властью, облечен доверием президента нашей страны, человек, который знает республику, который, в общем-то, прошел и тяжелые испытания со своей семьей, он родился, вы знаете, не на территории республики, все эти возвращения, все. Поэтому человек из общества ингушского, поэтому человек знает ингушей, знает проблемы, тем более он работал здесь, и работал не просто простым человеком, а работал прокурором, он знает многие вещи. И я еще о чем хотел сказать о том, что нет
большего доверия, чем доверие народа. Но и нет большей ответственности, чем вот эта должность. Должность, которая позволяет управлять, миловать и наказывать. Это очень тяжелый груз. Но дело в том, что он необходимый. Поэтому в данном случае, я скажу, что да, пусть ему Всевышний и сопутствует в его делах. В приоритете у нас социалка, развитие республики, промышленности, развитие, занятость, трудоустройство, образование, здравоохранение. Я ожидаю, что также динамично и централизованно будет развиваться дальше республика. Не будет никаких сбоев. Мы через определенное время, закончив основные программы, которые уже начаты, перейдем к следующим. Я думаю, никаких потрясений, таких глобальных ничего не будет, а динамично будет все продолжаться развиваться. مخت خودش خانه از بغداد على خلهم ده تقییدی بیزن بار هم ده فقط تداخل فقط مش داخل دهیلی. اگه کتی ده سون خیلی رفت سودی دیزر حد واقعشو از مخبوزش و ریسپولیوزش و اگه حال باگیش بیات اودال حال تلا چی اگه حال سیستم اقتصادی حال جادری شاید فت على خمنی خیلی برد جابری فلا داره داخل شن حال باش حال خنش نقدیاره داخل ریسپولیجایش خیلی. Простые жители Ингушетии возлагают большие надежды на временного исполняющего обязанности главы субъекта Калиматова Махмуд Али Макшариповича. Я ожидаю от нового главы, наверное, больше внимания уделить медицине, поскольку у нас проблемы именно в этой области, с моей точки зрения, больше рабочих мест, наверное, создать для молодежи. Ну и в плане образования тоже, чтобы было уделено большое внимание. Я тут думаю, что нужно скорее развивать сельское хозяйство. Потому что, и строительство. Ингуши хорошие строители, кто не знает, да? Но еще в плане поддержки ему нужно делать акцент на молодежь, как по мне. Временно исполняющий обязанности главы субъекта уже сегодня приступил к своим должностным обязанностям. У него много задач и целей. Самое главное – это стабилизировать обстановку и продолжить курс развития и созидания Ингушетии. Лида Цичуева, Светлана Томова, Зелимхан Калоев и Магомед Аскиев. Новости 24.